Еврорадио.FM. Прывітанне. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Трансляцыю са студыі можна глядзець у нашых соцсетках Facebook, ВКонтакте і Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz. Што праўда, Юлія Няхай, галоўная рэдактарка Белбіз, пакуль што затрымліваецца, яна далучыцца да нас па ходзе эфіра, але Ірына Глебович ужо в нашей студии. Привитание, Ирина. Да, добрый день, Павел, добрый день, слушатели. У нас все непосредственно, да, можно говорить все, что угодно. Здаецца, зараз мы дочакаемся Юлію. Выдатна. Хвіліна спазнення. Это для дзяўчыны нішто. Збіўся я выпадкова на тему гендерных стэрэатыпаў. І, дарэчы, гэта самае першае пытанне, якое я вам хацеў бы задаць. Ірына, я падабраў для эфира такі фотаздымак, на якім стаіце вы і 7 мужчын. І гэта каманда беларускай сеткі бізнес-ангелаў Angels Band. Як вы адчуваеце у такім асяродку сябе? Ці ёсць нейкія складанасці, да, якія вось такім гендерным дысбалансам выклікаюцца? Это очень классный вопрос, потому что если прокрутить историю других снимков, почти на всех снимках, которые касаются венчурного финансирования, всегда стою одна я девушка, и там 7-10 мужчин, и первый такой снимок был сделан в 2016 году. Мы поехали на стажировку в Штаты, то есть выбрали представителей от венчурного инвестирования, чтобы поехать и обменяться опытом. И я была единственная девушка из 10 мужчин, и я еще была самая молодая. Вот. Ну и, собственно говоря, с тех времен вот так идет. Почти всегда я одна. Женщин, к сожалению, пока меньше. Я думаю, потому что в нашей стране эта отрасль достаточно новая и неизвестная. Вот. Плюс она такая очень бизнесовая, очень стрессовая. Поэтому я думаю, что со временем, там, в перспективе 2-3 лет, женщин будет больше, потому что они начнут понимать, что это такое, и не будут бояться идти. Мне заўжды наадварот здавалася, што жанчыны якраз таки ў беларускім грамадстве это самыя стрэсаўстойлівыя людзі. У нас у мужчын сярэдні ўзрост, нас здаецца гадоў 20 там меншы, чым у жанчын. Я маю на увазе ну, старых так людзей. Вы як супраціўляецеся стрэсам? Чему вы опынулись на этом месте? Я не сопротивляюсь, я наслаждаюсь. Вот. Но мне очень нравится вообще сфера венчурного инвестирования и сфера инвестирования, потому что это интересно. Ты работаешь со многими компаниями, компании разные, команды разные, продукты разные, у тебя есть возможность погрузиться в деятельность абсолютно разных команд. То есть, когда я работала в Зубр-Капитале, мы работали и с банком, и с интернет-провайдером, и с e-коммерсом, и со строительными проектами. То есть было очень много разных проектов. То же самое сейчас происходит в венчурном финансировании. Это команды от медтеха до стриминга, кстати. То бок, як кажуць, што з кожнай вывучанай мовай чалавек пражывае яшчэ адно жыццё, да? А так венчурны інвестар з кожным новым праектам, да якога долучаецца яго кампанія, некую особу у себе открывая, некая шизофрения такая отбывается. Что он вообще очень много жизни проживает. Да, это очень круто, потому что ты погружаешься в компанию, в команду, и цель какая венчурного инвестора? Максимально капитализировать компанию, ее вырастить до определенного уровня, чтобы потом продать. Сначала надо компанию купить. И один известный белорусский бизнесмен, он говорит о том, что такие сделки по инвестированию – это как брак. Потому что сначала вы ходите друг к другу на свидание, вы присматриваетесь, а потом вы уже понимаете, что надо делать более серьезный шаг, вы согласовываете условия, тогда согласовываются условия сделки, брачный договор. Вот. Ну и потом вы живете, и непонятно, чем закончится. Все хотят хэппи-энд, а хэппи-энд в случае инвесторов это выход с большими иксами и с большим возвратом инвестиций. Ну, это такой брак с запланованным разводом. Это не развод, это хэппи-энд.
разводам у добрым, у сямейным сэнсе гэтага слова, а не ў бізнесовым. Вось, але гэта такі выхад, які з'яўляецца хэпі-эндам. Ірына, Зубр-Капітал — гэта адзін з ключавых гульцоў, наколькі я магу меркаваць, на беларускім рынку інвестыцый. Я думаю, што доўгі час гэта быў ледзь не адзіны нават гулец на гэтым рынку, але вы сышлі адтуль. Чаму так адбылося? Вы вось з карпорацыі, дзе, я думаю, шмат што за вас вырашалася, дзе можна было надзейна адчуваць сябе як за каменнай сцяной, да, сышлі ў нейкія віры зусім іншых праектаў. Да, это очень интересно, потому что Зубр-Капитал — это не лидирующий игрок, это единственный игрок в своей нише, потому что инвестиционные фонды, они делятся на разные типы фондов, и Зубр-Капитал — это был фонд, он и есть, и продолжает инвестировать во взрослые компании, у которых выручка от 10 миллионов, у которых очень много работников, от 100 работников, и существенные суммы фонд инвестирует. Вот. И больше конкурентов нету, и компании, команда Зубра — это были первопроходцы, которые создали индустрию private equity. Венчурное инвестирование — это стадия, когда команды молодые, когда, как правило, есть какой-то продукт, и не всегда есть еще выручка, не всегда даже сформирована команда, и эта отрасль, она более динамичная. Там все развивается быстрее, и она сейчас в очень хорошем стадии, это стадия младенчества, то есть когда ты в нее попадаешь, у тебя есть очень большие возможности и поработать, и наработать опыт, и заработать денег. Вот. Поэтому я ушла. Было очень страшно, потому что, да, действительно, у тебя есть какой-то статус, и ты сидишь на месте, когда ты принимаешь решения, к тебе приходят какие-то компании, причем компании и топ-менеджмент, и собственники, у которых гораздо больше опыта, чем у тебя, но при этом ты можешь на что-то влиять. В венчурном финансировании история немножко другая, потому что мы создаем индустрию с нуля, как я сказала. Сейчас активно развивается вот ангельское движение, уверена, что уже кто-то приходил. Сейчас начинают формироваться какие-то фонды, и приходят иностранные фонды в Беларусь, и поэтому не так себя уверенно чувствуешь. Плюс я еще недавно стала помогать стартапам, и на месте стартапа ты чувствуешь себя совсем по-другому. Вот я недавно питчила на Всемирной неделе предпринимательства за свой стартап, и очень у меня успешно, дрожал... между прочим, питчила. Да, но у меня дрожал голос, потому что одно дело, когда ты привык сидеть в жюри, и ты анализируешь какие-то метрики, предъявляешь требования к команде, а другое дело, когда ты вообще становишься командой, и когда ты должен реализовать каким-то образом и достигнуть результаты. Вот. Это волнительно, это интересно, и это, правда, такой драйв и фан, и это быстрее, чем вот то, чем я занималась раньше, поэтому ушла. То бок, калі параўноўваць прамыя інвестыцыі, якімі займаецца Зубр-Капітал, і венчурнае інвеставанне, у якое вы сышлі, рызыкі ў венчурным інвеставанні большыя, і канкурэнцыя большая. То бок, все нашмат больш складана. Ну, для мяне чыста з псіхалагічнага гледзяшча ўсё ж такі ваш крок незразумелы. Замест як гэта, да, журавль в небе і сініца ў руках, да? Это такі журавль, які ляціць вельмі высока. У меня было несколько, если говорить уже так лично, у меня было несколько причин. Во-первых, я долгое время работала юристом, и я была на позиции General Counsel, то есть я отвечала за правовые вопросы, за бизнес-процессы, за очень большие сделки и за текущую деятельность, но мне хотелось именно наращивать опыт в бездеве, в развитии бизнеса и именно в инвестировании. И я понимала, что private equity, опять же, из-за того, что компании взрослые, большие, сами процессы по времени, они длятся больше. И то, что я за год могу прожить в private equity фонде, я могу за несколько месяцев прожить в венчурном фонде. И вот сейчас, когда я погрузилась и активно работаю в этой среде, мне кажется, я каждый день как студент, как губка, я столько всего впитываю, столько новых знаний получаю, и действительно проживаю очень много каких-то жизней, историй, и все очень-очень-очень динамично. Вот. И вторая важная причина — это причина того, что я хочу развивать экосистему, и это не пустые слова, я пытаюсь как-то своими усилиями что-то делать, потому что мне кажется, что у Беларуси очень хороший потенциал, и я вижу возможность в том, чтобы белорусы делали
сделали хорошие R&D-центры, центры разработки, и с европейскими партнерами кооперировались в плане бездева и в плане продаж, и из этого делали какие-то международные истории. Я очень верю в наш регион Центральной и Восточной Европы как инвестиционный фокус очень хороший, правда, большой потенциал, и не хочется это упускать. А можешь привести вот несколько примеров? Например, вот ребята, которые приезжали в рамках мероприятия Legal Hackers. Ну, то есть, чтобы вот конкретные кейсы. Конкретные кейсы, наверное, я тогда расскажу про Legal Hackers. Вось ведаеце што хацеў я перавесці гэта на наступную частку размовы, бо у нас засталося рэальна 2 хвіліны перад тым, як мы мусім сысці на выпуск навінаў і на кароткую музычную паузу. Ўсё ж таки падсумаваць гэтую перамену, да? То бок вы ўсё жыццё маглі работаць юрыстам у буйной кампаніі, ну реально ўсё жыццё, да? Да, вот, с очень хорошим доходом, со статусом. І з пенсіяй, відаць, да? І з класнай камандай, да. Но... Але вось, ну, чаго больш у жаданні змяніць. Я так разумею, што тое інвеставанне, дзе вы зараз працуеце, да, яно яшчэ не толькі за некалькі месяцаў можна пражыць тое, што ў буйной кампаніі за год, але і выхады вось гэтыя, да, вось гэтыя прыбыткі, яны атрымліваюцца нашмат больш хутка, калі атрымліваюцца. Да, но реже. То есть быстрее, но реже выходы случаются, вот, и я бы сказала, что здесь по кайфу больше процесс, чем сам результат. И это возможность работать на международном уровне, что тоже очень классно, потому что локальные компании, там, вот наш фонд Зубр Капитал, он инвестировал в локальные компании, и большим компаниям очень тяжело масштабироваться, а вот в рамках венчура ты можешь из локальных историй делать классные международные кейсы. І ў 2 словах, пакуль мы яшчэ тут, раскажыце, калі ласка, які стартап у вас быў на Джу, что вы питчили и что будзе далей? Стартап назывался BeLife, это онлайн-стриминговая платформа для среднего и малого бизнеса по подписке. Очень классный стартап, у нас headquarters, то есть сами основатели стартапа, они сидят в Хайфе, но команда 24 человека сидят в 7 странах, 5-часовых поясах от Филиппин, Нью-Йорка до Киева, Минска. И вот мы все вместе пытаемся делать очень классный стриминговый продукт, который будет помогать среднему и малому бизнесу зарабатывать деньги. Вы прошли в некий акселератор зараз, я так понимаю, сейчас да? мы выиграли путевку в Лондон, и поедем разговаривать с фондами, а стартап уже взрослый, то есть нам уже 1 год, у нас выручка 1,5 миллиона, поэтому мы сейчас поднимаем раунд A, ищем инвесторов. Уже нават слово стартап неяк неёмка да гэтага проекта ўжываць. Все стартап, да. Как ты вот стала частью команды? Стоп. Про гэта паговорым пасля паузы. Про тое, што такое legal tech, про тое, хто такія legal hackers, мы паговорым з Ірынай Глебовіч. І прабачце, Юлія, што перабіў з Юліяй Няхай, галоўны рэдактар сайта Белбіз. Праз некалькі хвілінаў заставайцеся на Еўрарадыё. Дякую Богу, я ще не здох. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння Лукашенко вядзе нараду па будаўніцтве, ў прыватнасці пры нагодзе распавёў пра карупцыю ў Мінгарвыканкаме і прыгразіў усім карупцыянерам не толькі ў будаўніцтве.
по $650 построили, приходит один курносый, покупают аж 64 квартиры и на завтра перепродают уже по рыночной цене. А где председатель горосполкома? Всех в следственный изолятор, одеть наручники и вернуть деньги народу. Ну, а завтра посмотрим, что делать с Шорцем. И запомните, я увидел эту лазейку. Мы их в тюрьму за взятки, а за хорошее поведение Шуневич завтра освободил. Этого больше не будет. 25-й раз повторяю, лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме. Заявіў Лукашенко. За 5 гадоў з Беларусі з'ехала больш за 50 тысяч найлепшых будаўнікоў, а для будаўніцтва важна спыніць адток спецыялістаў альбо стварыць беларускія падрады за мяжой, каб карысць была не толькі сем'ям будаўнікоў, але і дзяржаве. Падкрэсліў ён на адмысловай нарадзе. У Вільні адкрылі скульптуру, прысвечаную вынаходнікам ракет у 17 стагоддзі нашаму суайчынніку Літвіну Казіміру Семяновічу, які быў наватарам, носьбітам прагрэсу, задаў тон і натхніў іншых людзей удасканаліў дасканалае мастацтва. Пра ўсё гэта заявіў мэр Вільні Рэмігіюс Шымашус. Скульптура стаіць у новым свеце ля прыватнага універсітэта, які носіць імя Казіміра Семяновіча. Заўтра ў нашай краіне месцамі невялікія ападкі ў выглядзе пераважна мокрага снегу, на асобных участках дарог галалёдзіца, уначы -2, -8, удзень 3 градусы марозу, 3 градусы цяпла. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў жывы эфір Еўрарадыё. Трансляцыю з нашай студыі можна глядзець у садсетках. Ірына Глябовіч нашай студыі, у мінулым юрыст кампаніі «Зубар Капітал», а цяпер энтузіаст Лігалтэх руху. Прывітанне яшчэ раз, Ірына. Да, всем снова здрасте. Дапамагае нашай размовы Юлія Няхай, галоўная рэдактарка Белбіз, бо гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і Белбіз пра дзёрзкіх маладых прадпрымальнікаў і пра смелых інвестараў. Юлія, вы хацелі запытацца, як вы, Ірына, трапілі ў каманду стартапа? Я вельмі нахабна вас перебил. Давайте выправим. Собственно, вопрос он такой достаточно очевидный. И мне вот еще любопытно, чтобы ты рассказала, как у вас выстроенный бизнес-процесс вообще работает, учитывая, что вы в разных часовых поясах, у вас разный менталитет, and so on. Ага. Окей, ну, в команду стартапа я попала, потому что это стартап дружественный, и попала из-за того, что друзья друзей, друзья, через несколько рукопожатий, вот, и хочется очень ребятам помочь и сделать классный продукт. Что касается того, как мы выстраиваем работу, есть сейчас платформа, которая позволяет, и софт, который позволяет командам в разных странах очень эффективно взаимодействовать. Мы, например, сидим на Slack'е. Вот. Мы так само. Очень просто, очень удобно. Когда ты не хочешь, чтобы тебя беспокоили, ты просто ставишь функцию «не беспокоить», и когда просыпаешься, уже начинаешь проверять, там, что происходит. Плюс координируем как-то звонки, потому что, например, если это Нью-Йорк, Лос-Анджелес, они звонят у себя утром, то есть они могут и в 7 часов встать утра, ну, а, соответственно, я могу и в 9, и в 10 вечера сделать какой-то звонок. Плюс у нас же Израиль, и так и у нас воскресенье рабочий день. Але не працоўны дзень субота. Ну, правильно. До рэчы, у іх, а калі ў іх выходныя? У них пятница после обеда уже начинается, по-моему, шаббат, да, и потом уже суббота. Трэба яшчэ адзін які-небудзь іншы дзень адпачываць. Да. Все, давайте поговорим все ж таки про Legaltech. Спадзяюся, Ірына, што вы нам распавядзеце, што гэта такое, дзе тут прастор для бізнеса, да, чым вы займаетесь? Да, это вот вторая моя сфера деятельности, и это больше моя такая социальная ответственность и хобби. Я развиваю Legaltech в Беларуси и представляю в Беларуси группу Legal Hackers. Legal Hackers — это вообще международное движение Legaltech-энтузиастов, инвесторов, программистов, профессоров, политиков, всех, кому хочется развивать юриспруденцию, делать ее динамичной, доступной и технологичной. Мы представлены в 60 странах, по-моему, в 145 городах. Это очень мощное движение. То есть
Ну, давайте все ж таки патлумачым, што гэта такое. Гэта адлічбаваныя юрыдычныя працэсы нейкія. Это юридические процессы, это решение юридических проблем, то есть есть несколько фокусов и есть несколько ниш. Здесь можно работать в части автоматизации юридических процессов, например, автоматизация работы юридических департаментов. Да? Это если какая-то компания-разработчик написала софт, и этот софт используют, например, в большом банке для того, чтобы не бегать с этажа на этаж с подписями, а ставить там электронные подписи и отправлять по имейлу. Это все, что касается доступа к правосудию, причем доступ к правосудию в очень широком смысле, начиная от решения проблем дорогих юридических услуг в развитых странах и вообще нехватки доступа к юридической информации, юридическим услугам в неразвитых странах. Очень интересные вещи здесь делаются. Я, например, знаю, что ребята в Кении, Legal Hackers, у них там были проблемы с президентскими выборами, они даже смогли повлиять на вот транспарентность этих процессов. Вот. И это стартапы, соответственно, legal tech стартапы, потому что ниша очень классная, 600 миллиардов рынок. В прошлом году, по-моему, инвестировали уже 300 миллионов за год в legal tech стартапы. И в чем особенность? В том, что сейчас legal tech стартапы, их можно делать как на локальном уровне, для того, чтобы решать локальные проблемы, так и на международном уровне. И что еще характерно, сейчас legal tech стартапы делают не юристы, делают люди, которые просто находят проблему, которые ее видят. Это могут быть и разработчики, и профессура. Вот, например, создатель Twitch, это мой любимый пример, Джастин Кан. Он в 2016 году создал свою юридическую компанию нового поколения Atrium, которая привлекла уже там больше 15 миллионов инвестиций, и он совмещает работу юристов-людей и работу алгоритмов. Таким образом, контракты, договоры и все процессы делаются дешевле и быстрее. Мне адразу іншы прыклад, мне здаецца, я ўжо не памятаю нават дзе, быў хлопец, які аўтаматызаваў падачу скаргаў за неправільную паркоўку ў горадзе. Джошуа Бодро, да. Бачу, што все пра яго ведаюць, да, я вось з цяжкасцю згадаў, вось, і скаргаў стала ў 100 разоў больш, там, здаецца, да, ці ён абскарджванне штрафаў нейкае, да, вось, штрафы за неправільную парковку, да, вось так, вось, ён абскарджваў іх, ну, была, я так разумею, вось гэта legal tech? Это legal tech. Это тоже классический legal tech, и это тоже один из кейсов, о которых я всем рассказываю. Джошуа Бодро — это подросток из Лондона, который всю жизнь программировал. Он сидел, программировал, потом ему дали права, он купил машину, и где-то он начал неправильно парковаться, а где-то он понял, что несправедливо ему эти штрафы подсовывают, и он просто написал чат-бота по оспариванию штрафов за неправильную парковку. Этот бот привлек инвестиции от крупных фондов, одних из самых крупнейших в мире, типа Андерсон Хоровиц, активно развивается. И что произошло дальше? Совсем недавно компания, которую основал вот этот вот английский подросток, она купила чат-бот, стартап Артема Голдмана, это почти наш соотечественник. Это парень, который сделал чат-бот по обработке на подачу грин-карт и продление визы в США вместе со своим коллегой-разработчиком. Вот они сделали чат-бот и уже сделали успешный выход, и сейчас Артем Голдман тоже занялся инвестициями. Поэтому чат-боты и решение проблем потребителей — это тоже очень сейчас активная ниша для освоения. В Канаде, например, очень успешно запустили чат-бот по бракоразводным процессам. Зарабатывает очень много денег. Я думаю, что в Беларуси тоже было бы актуально там real estate, защита прав потребителей, какие-то такие простые вещи. А насколько вообще реально имплементировать, допустим, стартап вот в белорусских условиях? То есть вот, окей, положим, на хакатоне ребята сделали такой чат-бот, и вот что дальше? Они приходят куда? Если на хакатоне ребята сделали чат-бот, который ориентируется на локальный рынок, они могут пойти к крупным игрокам,
у которых есть деньги и ресурсы для того, чтобы этот продукт запустить и им помочь. И я знаю, что многие компании, типа там вот Юрспектр, они запускают сейчас свои акселераторы корпоративные, которые именно развивают legal tech. Вот, поэтому всегда можно пойти в такой акселератор, всегда можно попросить деньги у большой корпорации, которая поможет раскрутиться. Можно, legal tech сфера такая очень гибкая, не обязательно идти в legal tech акселератор, можно попасть в любой акселератор. Плюс можно пойти к ангелам. Ангелы, если идея хорошая, обязательно профинансируют. Если мы говорим про стартапы, которые ориентированы на международный рынок, я бы здесь сразу рекомендовала идти, конечно же, в иностранные акселераторы и в какие-то международные и иностранные венчурные фонды, которые инвестируют, ну, стадия pre-seed, seed. Вот, поэтому, если есть идея, ее надо сделать прототип. Потом, если эта идея даже международная, я очень рекомендую протестировать на белорусском рынке. Что мне нравится в белорусском рынке, это очень дешевый трафик юридических услуг. Да? Все, что касается вот покупки слов в Google AdWords, там у нас, условно говоря, стоит $1, а в Америке это стоит $10 тысяч. Поэтому здесь нашу юрисдикцию можно использовать как песочницу для теста своего продукта. И потом потихоньку, как любой стартап, искать инвестиции и развиваться степ-бай-степ. Мне здаецца, што кожны такі стартап юрыдычны пазбаўляе працы сотні юрыстаў. Да, ну, нам это интересная тема, она очень полемичная. И опять же, я всегда говорю о том, что если ты хороший юрист, то ты будешь рад тому, что у тебя забирают какие-то рутинные вопросы, и ты можешь сконцентрироваться на решении серьезных вопросов, там, оценке, оцифровке каких-то юридических рисков для твоего клиента, работодателя и прочее. Если ты юрист-клерк, который выполняет какие-то простые бюрократические функции, типа вот, например, как в банке, да, например, Греф в Сбербанке там сокращает огромное количество юристов, потому что проще процессы автоматизировать. Или, например, процесс автоматизации дебиторской задолженности. Не нужны большие отделы по взысканию дебиторки, которые просто претензии отправляют. Это может сейчас сделать технология. Вот, поэтому да, действительно какие-то рутинные функции, они закрываются, и тогда все, что касается юридической инфраструктуры, начинает работать гораздо быстрее, и для нас, для всех это лучше. Для нас, как для потребителей с вами, это удобнее, для бизнеса это удобнее. Вот, например, мне последние годы очень не нравилось работать юристом, потому что я медленная. То есть я понимаю, что я работаю с классными, быстрыми компаниями, там типа 21 век, там они вообще, у них скорость бешеная, но они ничего не могут сделать без моих 100 страниц договора, потому что вот так надо, потому что так устроено. И вот мне хочется это очень сильно менять, и поэтому я только за, чтобы вот такие процессы простые, их автоматизировать. Я, дарэчы, ведаю юрыстаў, якія складаюць вельмі сур'ёзныя дамовы на одну староначку, вот так вот. І справа не ў тым, што там вельмі дробны шрифт, да? Вось, але гэта неяк працуе. Это работает. Есть Simple Lawyer, наш земляк с вами, вот, Антон Вашкевич, который он не просто какие-то запросы, да, на страницу делает, он умудряется автоматизировать работу крупных юридических департаментов российских госкорпораций. То есть он сокращает документооборот с 10 тысяч документов, к которым привыкла корпорация для того, чтобы принять решение, до 10. И это все прекрасно работает. А в части того, что юристы сопротивляются, юристы не хотят и боятся, это абсолютно верно. Мы вот делали осенью мы делали legal design workshop, кстати, вот приезжал Антон Вашкевич, и есть такая организация Human Constanta, и к нам приходила Яна, которая у них занимается, как это сказать, переводом сложных юридических вещей на простой человеческий язык. Она не юрист. И сидели там 80 юристов, и она им сказала, зачем всегда писать договор с большой буквы? Или зачем, когда ты пишешь в реквизитах счет, зачем писать банковский счет? Можно же просто, или расчетный счет. Можно написать счет.
И А яны? 80 юристов, они просто их задели за живое, потому что это некий договор атрибут профессии, с маленькой да? буквы, а счет, он же может быть и банковским, и расчетным, и транзитным, и корреспондентским. И у нас была такая полемика просто. Юристы не готовы, но их надо готовить, надо ломать и надо приучать, чтобы потребителям и бизнесу было лучше, эффективнее и комфортнее. Я так разумею, што рух LegalTech, ён у пэўным сэнсе выконвае мару чалавецтва, вызваліць людзей ад некваліфікаванай прымітыўнай працы для нечага вось высокага, каб прыдумляць, да, каб быў палёт думкі, а не перакладанне паперак. Вы адчуваеце, што Да. И в мире сейчас миссия есть такая. два таких, очень простых тренда. Один тренд — это технологический, когда появляются технологии, появляются и растут экспонентно, их нужно внедрять и использовать. Мы все говорим про VR, AR, machine learning, и это работает. Например, в Америке есть компании уже, которые с помощью машинного обучения, они изучают большую базу судебных решений, которые были вынесены, и могут делать предсказания, как тот или иной судья поведет себя, или какая вероятность выиграть тот или иной налоговый спор. Например, в Америке там прецедентная система права, там суд очень важную роль играет, поэтому для них это важно. И это работает. Да? То есть, с одной стороны, технологии, а с другой стороны, я всегда говорю про поколенческий сдвиг, потому что сейчас мы все говорим про миллениалов, и, простите, пожалуйста, но не будут ребята, которые родились там после 2000-го, читать договор на 15 страниц, да? Или сейчас очень большая проблема. яны падпішуць не чытаючы. Да, и это неправильно, потому что это как раз-таки вопрос доступа к правосудию, да, о том, что сейчас нужно все то, что есть, всю законодательную базу в том числе, какая-то, которая рабочая и самая необходимая, ее нужно, опять же, переводить на человеческий язык, визуализировать и делать комфортной для потребителя, потому что конечный потребитель — это все же гражданин, а гражданин сейчас молодой. Гражданин щелкает, листает, смотрит картинки, смотрит видео, и он уже даже не наше поколение, он не читает. Вот. Поэтому здесь тоже очень большая работа может быть сделана, и мне нравятся тоже мои украинские коллеги, вот Юля их знает, Axon Partners, ребята, юридическая компания нового поколения, я их просто обожаю за то, что они сидят в коворкинге, у них нет разделения там на партнер, юрист и прочее, и они рисуют комиксы. То есть какие-то темы, опять же, вот VC, например, инвестирование, они пытаются это сделать в какой-то доступной и интересной форме. Ірына, насамрэч чарговыя 12 хвілінаў нашай размовы праляцелі амаль, і мы хутка мусім развітвацца, але я не магу не запытацца, што такое LegalTech Hackathon у Імагуру, хто туды прыходзіць, якія праекты спрабуюць сябе там, да? Гэта юрысты, гэта праграмісты, да? Вот хто удзельнічае ў LegalTech Hackathon? Да, 7-9 декабря будет наш LegalTech Hackathon, совместная инициатива с Имагуру. Опять же, мы делаем это для того, чтобы развить как-то LegalTech. Приглашаем всех, приглашаем юристов, адвокатов, студентов, программистов, бизнес-аналитиков, маркетологов, все, кому интересно. У нас приходите со своими идеями, плюс у нас будут какие-то задачи от наших партнеров. Будут ребята, у которых уже есть тоже готовые наработки идей. Будут менторы. Будут менторы, да, будут призы, будет пицца. Мы сегодня вот как раз договариваемся. На пиццу будет еда, то есть это 2 дня, когда мы объединяемся в команды и начинаем делать какие-то решения, цель сделать прототипы. Шмат людзей на такія мерапрыемствы прыходзяць праз тое, што там будзе піца. Юлія, я думаю, вы таксама, вы можете, як сведка, як сведка шматлікіх хакатонаў, якія адбываюцца ў Имагуру, можете адказаць на гэтае пытанне? Ну, я не сказала бы, что только ради пиццы. Мне кажется, Имагур — это вообще главное место силы белорусских стартаперов. И они больше приходят ради комьюнити, ради новых идей, ради помощи менторов, потому что действительно можно получить очень компетентную помощь, и ты за это не платишь деньги. Вот, у меня тоже есть небольшой вопрос по поводу хакатона. Вот не могли бы ты все-таки... Юлия, нельга. Ладно, давайте яшчэ 5 хвілін. 5 хвілін мы у наступнай частцы гадзіны, да, у нас выпуск навінаў. Заставайцеся на Еўрарадіо, працягнем размову.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. 2 снежня ў Мінск-арэне пройдзе міжнародны байцоўскі турнір «Ахмат». Гэта 10 баёў. У іх беларусы сыйдуцца з кікбаксёрамі з усёй Еўропы. Па адным баі правядуць Забіт Самедаў і Дмітрий Валент. Яны стануць нашымі героямі. У студыі ў 15:05 нагадаю, што турнір «Ахмат» – гэта прафесійнае спаборніцтва па версіі К1. Гэты клуб стаў вельмі папулярным у апошні час. Нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевич выказалася ў падтрымку журналістаў, якіх вінавацяць па крымінальнай справе Белта. Яе інтэрв'ю надрукавала Беларуская ассоциация журналистов. Происходит наступление на один из самых сильных и самых интересных, самых развернутых ресурсов в нашей стране. Государство прибирает его к рукам. Творится произвол, иногда преступление. Я думаю, 1,2 миллиона белорусов всю главную информацию получали там. Нагадаю, што 15 журналістаў Тутбая і агенцыі Белапан праходзяць па справе несанкцыянаваны доступ да кампутарнай інфармацыі дзяржаўнай агенцыі Белта. Ім пагражаюць штрафы, а галоўны рэдактарцы Тутбая яшчэ і турэмнае зняволенне. Заўтра ў нашай краіне ў суботу невялікія ападкі ў выглядзе мокрага снегу і месцамі дажджу, галалёдзіца на дарогах, уначы і раніцой туман, -2, -8 уначы, удзень -3, +3. У Мінску пацвердзілі, што наша краіна і Еўрасаюз рэальна наблізіліся да магчымасці падпісання пагаднення аб рэадмісіі і спрашчэння візавых правілаў. У кастрычніку Андрэя Віктарын, кіраўніца Еўрасаюза ў Мінску, заявіла, што падпісанне можа адбыцца да канца года. Еўрарадыё.фм. Працягваем нашу размову пра Legal Tech. Насамрэч, мінулым разам мы таксама не паспелі за 2 часткі пагаварыць. Я памятаю, пайшлі на 3-ю частку. І чаму мы працягваем? Юлія, я ізноў вас перабіў. Выбачаюся. Ваше пытанне, Ірына Глебович, якая тут у нас прадстаўляе былых зуброў, а цяпер энтузіястаў бізнесу. Энтузіасту, да. Я таксама прабачаюся, тому што мы зацягваем эфір, але ж я лічу, што мы павінны об этом паговорить. Ирина, вот расскажи все-таки, почему люди должны, в частности юристы, должны пойти на хакатон. Я вот призывала 2 знакомых прийти на него, они спрашивают, а зачем мне это, собственно, надо? То есть объясни, насколько реально за 2 дня сделать классный продукт, с какими источниками можно работать у нас, какие у нас есть открытые данные и прочие вот ниши. Такой call to action. Да, я очень призываю приходить юристов, потому что юристы могут для себя разработать за 2 дня вполне рабочий инструментарий в своей каждодневной деятельности. У нас была фабрика чат-ботов, там, где за 2 дня уже юристы, практикующие, сделали для себя, например, ботов по NDA, по разработке соглашению о неразглашении, да, информации. То есть можно разработать бота по взысканию дебиторки, можно разработать какие-то программы, которые вас избавят от нужды вставлять много данных. Есть еще очень много интересных бизнес-ниш. Например, у нас нету маркетплейсов для юристов. Да, а во всем мире они есть, в России там есть Правоветру, в Америке есть LegalZoom, и делается это очень просто. Это обычный конструктор сайта, на который ты подгружаешь информацию. Если говорить про открытую информацию, у нас есть сайт Минюста, где есть список лицензируемых юристов, которых можно туда притянуть, просто добавить их фотографии, потом их обзвонить. Не обязательно всех, можно первых 10, предложить им через это все работать и вообще сделать полноценный стартап, то есть даже не будучи юристом. Поэтому решений много, за 2 дня можно сделать прототип, и что важно, можно найти команду и найти единомышленников, которые тебя где-то будут компенсировать. То есть если ты юрист, ты можешь найти программиста, если ты программист, ты можешь найти юриста с идеями, с проблематикой, с хорошей бизнес-аналитикой. Поэтому вот я всем очень рекомендую идти для того, чтобы делать решения, для того, чтобы находить единомышленников и для того, чтобы профессионально развиваться. Дякую. Ну, насамрэч, прафесію юрыста, як, дарэчы, і прафесію журналіста, называюць у ліку тых, якія знікнуць першымі праз тое, што нейрасеткі развіваюцца і гэтак далей. Я так думаю, што спалучыць сябе з сучаснымі тэхналогіямі – гэта проста адзін з шансаў на выжыванне.
калі так падумаць. Ірына, дзякуй, абяцаў я нашым гукарэжысёрам, што не больш за 5 хвілінаў, яны ізноў скончыліся. Дзякуй вялікі, Юлія, дзякуй вялікі, Ірына, да пабачэння. До свидания, всем хорошего дня. Ну, нагадаю, што паглядзець гэтую праграму можна будзе і ўночы, да, таму што ўсе трансляцыі ў сацыяльных сетках застаюцца, таму это пажаданне можа быць крыху недарэчы, але тым не менш, Ірына Глябовіч была ў нашай студыі, Юлія, няхай з вами мы пабачымся у наступнай стартапніцы на наступным тыдні, я спадзяюся. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.